Камел дадулаш масир ладухчар şu dedalardı süri büyüse üri dikvel şu masir ta yara kamel akbaşnych masudiç ve dik matta qiç ki geçen atsaha sundelasa yara غاز قيمة تاعها لدوخشانا مسانا قيتش اور اسديت سردو تير قميل دادولش توي كازيغ ير بولخا ير حق باونش غا نش سو موخ يزنا سون ساريخ خوش يك دويت سو نخلاتس تاشي дошур ак ير кюзнишка диктация. Добрый вечер. Сегодня как вы слышали, этот вопрос о наших архитектурных памятниках. Вот, но я постараюсь по мере возможности коротко рассказать о наших архитектурных памятниках. Вот. Дело в том, что о них можно очень много рассказывать. Но дело в том, что я заинтересовался ими и начал работать с ними где-то с 1983 года. Правда, до этого, когда я вернулся с армии в 1982 году, вот, в 1983 году я впервые попал на археологические раскопки. Случилось это просто случайно. Это с моей сестрой работала одна женщина, но в то время так молодая она была. Это Роза Мужухоева. Вот. И сестра, зная, что я интересуюсь историей, вот, она сказала, что у Розы брат защитил кандидатскую диссертацию и вернулся в Грозно работать. Это был Макшарип Мужухоев, это первый ингушский археолог. Вот, и предложила мне, если хочешь, я попрошу Розу. И вот она сказала Розе, Роза попросила брата. И вот так я встретился, познакомился с Макшарипом Мужухоевым. Вот, и в 1973 году впервые мы, как раз первая наша поездка оказалась, это Цеечах, вот, Цеечах, потом мы поднимались вверх Мержа до Ялхара, вот, делали там раскопки. И одновременно как раз Макшарип показывал мне памятники, вот, надземный склеп, вот, там башни, там другие памятники, вот это ущелье. После этого я работал с ним в Ингушетии, это Асинское котловине. Мы работали в Раджарахском ущелье, раскопки. В основном Макшарип в то время копал святилища, культовые памятники. Вот. И у меня был интерес, и я поделился с Макшарипом о своих наблюдениях. Я в 1973 году, я пешком с моими товарищами ради интереса, мы от Шатоя до Мелхисты шли. И местные удивлялись, как это чеченцы с рюкзаками от Шатоя, здесь же машины ходят, а вы, говорят, пешком идете. Вот. И когда мы объясняли, что нам интересно, они смеялись, говорят, что-то ничего интересного мы не видим. Вот. И вот в то время я обратил внимание на эти самые, на отдельные башни. Вот. И я рассказал, когда говорил с Макшарипом, он сказал, слушай, это интересно, ты читал статью Рабакидзе Харадзе, это был этнографический очерк по Ингушетии. Вот. И там Рабакидзе, он говорит о башнях, боевых башнях, которые имеют общесельское значение. Вот. И вот эти наблюдения Макшарип предложил, ты, говорит, мог бы так вот написать об этом. Вот. И я составил карту, схему по Аргунскому ущелью. Но я в библиотеках работал с литературой и по МБА выписывал с Москвы, с Ленинской библиотеки. И вот научно-исследовательского института Макшарип мне давал литературу. Вот то, что, значит, во время Кавказской войны, во время боевых действий фиксировали эти башни. Вот. И я их набросал. Это описание, по-моему, у Иванова тоже есть они там. Башни для подачи сигнала он там дает выше Чешков. Вот они были разрушены все.
Вот. И я составил вот эту карту-схему по Аргунскому ущелью и по Ингушетии, то, что мы ходили 73-74 год. Вот. Вот. И вот здесь я предложил, что подразделить эти башни по функциональному назначению, использованию. Это сигнальные и сигнально-сторожевые. Ну, сигнально-оборонительные – это башни, которые находятся внутри села. Вот. И схему сделал по Джирахскому ущелью. Вот. Но здесь интересный такой факт получился, что в Ингушетии отдельных специальных сигнальных башен, сигнально-сторожевых, их мало очень. Вот. Потому что в Ингушетии эти селения находятся компактно и на расстоянии визуальной видимости. И, например, боевые башни, которые находятся в селениях, они, в принципе, выполняют как все эти функции. И сигнальные, и сигнально-сторожевые, и сигнально-оборонительные. А вот в Чечне, где очень тесные ущелья, вот, и большие расстояния между населенными пунктами, и вот когда селение находится на расстоянии, когда они не видны визуально, вот на более удобных местах, на вершинах, на крутых склонах гор, на утесах ставили вот эти башни. Но сигнальные башни это очень небольшого размера делались, их функция только подача сигнала. Ну, они вот от Чешкова были. Вот. А сигнально-сторожевые строились на горных перевалах и важных тропах. Вот. Ну, у них было какое-то время защищать вот эту тропу. Ну, вот сигнально-сторожевые, это характерно, это ушкалоевские наскальные вот эти башни. Одна была сильно разрушена. Вот. Вот они как раз охраняли вот такую тропу. По преданиям, которые зафиксировал еще в свое время и Халид Ашаев, и Марковин. Вот, в этих башнях дежурили жители ближайших селений, и они содержались за счет общества. То есть проходящие давали что-то им там из продуктов. Вот, и там было 2 деревянных мостка. Вот, и они должны были пройти у подножия этих башен. Ну, там расстояние где-то метр с небольшим, по-моему, над обрывом к реке Аргун. Вот. Современная автомобильная дорога, эта дорога была пробита уже после того, как российские войска захватили Чечню, вот. Построили крепость Шатой в 1958 году, и потом уже строили крепость Евдокимовскую и Тумкали. Вот. И вот как раз в 1975 году с этим выступлением, с помощью Макшарипа Мужухоева, я попал на конференцию «Крупновские чтения» в Махачкале. Вот. Но они мои тезисы не приняли, вот. И потом Мужухоев предложил в соавторстве отдать, он кандидат наук, и вот тогда они меня допустили. Вот. Вот. И выступление вот это заинтересовало археологов взрослых, очень большой интерес этот был. Вот. Вот. И вот с этого времени у меня начался интерес. И как раз вот речь шла, чтобы вот и в дальнейшем заниматься башнями. Вот. Но случайно в это время у меня интерес изменился, потому что когда был разговор с Якубом Агаповым, это наш известный лингвист, вот, он сказал: ты хочешь писать только ради диссертации или тебе интересует? Я сказал: меня интересует только история войнахов, а диссертация, у меня такой цели нет, чтобы ради диссертации писать, я бы выбрать. Он сказал, что интересно было бы тема Аланы. Аланы в истории Чечен-Ингушетии, потому что он говорит, мне кажется, что там все-таки односторонне освещается, вот, особенно на территории Чечен-Ингушетии. Вот, если ты возьмешься, это очень серьезная тема, но очень сложная. Но это для кандидатской она очень сложная. Когда я об этом сказал Мужухоеву, Мужухоев тоже, он сказал, это очень хорошая тема, интересно, но для кандидатской, по-моему, сложновато. Вот. Но литературу я вот у него брал, читал. И я на время отключился от памятников. Вот. Правда, в горы я ездил постоянно, вот, любил я смотреть в экспедиции. Храм Аль-Бирды мы копали с Мужухоевым. Вот. Потом я еще несколько раз в его экспедициях был, но в основном работали в Ингушетии. Вот. Асинской котловине, Джирахском ущелье, вот эти святилища, Матлам, в Салгах, вот, и в других местах это пешком я обходил. Вот. И
И потом случайно уже, как бы сказать, как это говорят по-русски, было бы счастье да несчастье помогло. В 81-м я уже работал зав. Отделом Краеведческого музея. В 81 году стал, по-моему, в конце 81 года, по-моему, это было, соискателем ученой степени кандидата наук в археологическом центре Тбилиси. Вот. И тема моя была Аланы в истории Чечен-Ингушетии. Ну, эта тема как? Я когда учился студентом, был в университете, я дипломную работу взял Аланы в истории Чечен-Ингушетии, историография. То есть я всю эту литературу я читал, готовился. Вот эта дипломная работа у меня была в 1978 году. Вот, в аспирантуру попасть было, конечно, тяжело, потому что после смерти Крупного, это известный кавказовед, который руководил Северокавказской археологической экспедицией, член Ингушский обком партии и президиум Верховного Совета наш, они отказались от мест в целевую аспирантуру. В принципе, кстати, это позднее и Власов, первый секретарь обкома, подчеркивал, потом и Завгаев это говорил уже в 89-90 году, что чеченцам и ингушам не нужны ученые антропологи, археологи, этнографы. Нам нужны ученые. Это специалисты по истории КПСС, по марксистско-ленинской философии. Вот. Ну, ясно, какой период. Вот. И я как раз поступил в аспирантуру. У меня, значит, в 81-82 году выступления были. Вот. И в это время у нас было добровольное хождение, празднование. Вот. Я был зав. Отделом дореволюционной истории, я читал лекции, ездил по селам. Вот. И иногда по обмену ездил в Осетию, в пригородный район. Вот. И, видимо, вот некоторые мои высказывания, особенно вот цикл передач был начат на телевидении, на чеченском языке, Беза, Боза, Хоми, Даймох. Это, по-моему, было 81-82 год начала. Вот, и меня пригласили на чеченском языке. Вот, и первую передачу, естественно, республика празднует 200-летие добровольного хождения. И мне сказали, что слушателям было бы интересно узнать об истории города Грозного. Вот. Ну, естественно, я как эта история рассказал, как было на самом деле, действительно. Вот. Ну, и, конечно же, на второй день рано утром шум. Вот. Это был ажиотаж страшный. Вы знаете, это терроризм какой-то. Рано утром мне постучали в окно. Я как раз готовился на работу. Мне сказали, что ты там наговорил, потому что с обкоме переполох, горкоме переполох. Был такой журналист Емлихан Хазбулатов. Самый старший брат из семьи Хазбулатов, Емлихан, потом был Асланбек, декан исторического факультета. Вот. Емлихан, значит, меня срочно ищет, так как в 9 часов на телевидении приезжают представители обкома партии, горкома партии, ну, в общем, там все начальство. Вот. Вы извините, я просто предысторию рассказываю, как я вот памятники, мои работы, как я знаком с этими памятниками и как я пришел к этим памятникам. Вот. И там этот был железный мост, если кто помнит, через Сунжу в парк Кирова. Вот. И вот когда я через железный мост спускался, и там, значит, стоял Виталий Вардиев, был такой журналист на телевидении. Виталий Вардиев стоял, и Марик его, ну, взрослый был, Фример. Вот. И я увидел с моста, что перед стоянкой на телевидении мест не хватает, одни черные «Волги» стоят. Вот. Ну, Виталий Вардиев, они лет на 15-20 старше меня были. И Виталий пошел ко мне навстречу, вот, и прям к ступеням моста. Он говорит: Руслан, слушай, это из-за тебя вот это собралось. Ну, я тебя недооценил, он говорит.
ну ты молодец. Я первый раз вижу около телевидения, говорит, столько. Ну ты, говорит, расшевелил этот гнойник. Очень такой критический был человек. Ну, естественно, потому что у него отец был репрессирован в 30-е годы с Москвы. Вот. Его посадили в лагерях. Вот они так и попали в Грозный в конечном итоге в 50-е годы. Вот. Оказывается, вот эта передача, которую я, значит, делал по городу Грозному, кто-то сразу перевел на русский язык. Ну, естественно, таких людей много было, кто информацию сразу давали и в контору, и в обком. Вот. И вот они там... А на разборке обычно писали кого? Наверное, в других национальных республиках то же самое было. И с обкома, и в горкоме партии. Обычно на вторых ролях были чеченцы-ингуши. Вот их и присылали разбираться с чеченцами-ингушами. Ну вот я пришел, и сразу здесь, вот он, этот, был директор телевидения, Саламов был, Мамад Салах. Вот он, я на телевидении раньше работал художником, шрифтовик, потом художник-декоратор. Вот. Он говорит, я его давно заметил, он, говорит, критически настроен против советской власти. Он сразу мне начал этот антисоветизм резать. Вот. И вот они начали разбираться, как ты смел назвать Ермолова колонизатором. Вот. Ну, я им объяснил, я говорю, у меня было буквально, я помню, что я сказал, это на чеченском языке, «Эзер барбабирит шарах, шисо ночи юрт яга ина, гапья юлир Кавказах, пачахана, российский пачалкана, колониальный политик, Люрдак Йошвал, Инал, Ермолов. Ну, так и есть, потому что Ермолов сжег более 22 чеченских селений, которые находились на территории современного города Грозного, вот, и начал строить крепость Грозную. И я процитировал, что он пишет. Он пишет там царю, что для устрашения туземцев я решил называть ее Грозной. Вот. Но селения, это многие знают, какие селения. Ну, например, на месте, где позднее был завод «Красный молот», сейчас говорят, там рынок. Вот. Там был Чеченаул. Чеченаулов было несколько. Например, многие, наверное, не знают, что такое Андреевская долина. Андреевская долина – это Яндари селение было. Вот. И потом это самое Тыртова роща. Турти Котор. То есть вот эти селения были сожжены. Вот. Ну, естественно, разобраться не смогли. Я там спокойно объяснил, что я говорю, хотели на бюро горком партии. Я сказал, ну вы не можете меня на бюро вызвать, я говорю, потому что я не член партии, во-первых. Вот. А во-вторых, то, что Ермолов не был демократ, я говорю, я прекрасно знаю, он не был демократом не только для кавказцев, он не был демократом и для своих русских крестьян, и русского народа. Вот. Он был откровенным, ярым монархистом, он никогда не был другом декабристов, это придумали. Вот. Придумали почему? Потому что он отличился в уничтожении кавказцев. Его имя нельзя было запятнать, потому что им все-таки подсознательно в советское время вот это великодержавное, вот это шовинистическое надержалось, вот решили эту Ермолову поднять. Когда? Когда чеченцев-ингушей выслали. Чеченцев-ингушей депортировали в 1900, по-моему, 47-48, как раз юбилей начала строительства этой крепости, вот памятник Ермолову поставили. Хотя этот памятник Ермолову был поставлен впервые к 300-летию дома Романовых. Вот, и уничтожен был он решением Грозненской организации ВКПБ. В этой организации не было ни одного чеченца-ингуша. То есть чеченцы-ингуши не имели к этому отношения. Вот. Единственное отношение к этому памятнику имел чеченец, это Халид Ашаев. Когда этот памятник был разрушен, брошен, вот, ну, кто это мог сделать, кроме чеченца? Халид Ашаев поехал этот памятник, подобрал как исторический памятник и отвез в музей. И вот в 1947-1948 году они нашли вот этот бюст поломанный, и с него скопировали и поставили памятник.
Вот. И когда чеченцы ингуши возвращались в Казахстан, этот памятник, он сам мы почитаем демонстративно. Все свадьбы они клали цветы там, не к памятнику Ленина. Вот. И вот он как бы стоял так бы символом захвата Кавказа. Вот этот памятник Ермолову. И вот в 200-летие добровольного вхождения опять этот памятник Ермолова подняли. Что вот Ермолов был демократ. Ну, в конечном итоге они, когда поняли, что я не член партии, естественно, разговора там не было, но, по-моему, редактор получил выговор и, по-моему, режиссер. Они были члены партии, там, чеченцы. Вот. Они получили выговор, по-моему, с занесением учетной карточку, что не проследили. Но здесь еще был какой фокус? Дело в том, что в то время любое выступление по телевидению, оно ликировалось. При Совете Министров был отдел по сохранению тайн печати. Там, и каждый текст выступления по радио, по телевидению, не говоря уже о газетах, вот, статью, вот, отправляли в этот отдел, и они на каждой странице ставили штампы. Якобы проверено, нет. Что обллит утверждает. Если там было что-то не, они вымарывали. Вот. И когда этот текст показали, они раз и заткнулись, потому что обллит, они просмотрели вот этот текст. Там в тексте есть вот Ермолов, что он колонизатор. Но в конечном итоге это привело к чему? Буквально через 3-4 дня после этого, или через неделю, может быть, я прихожу на работу, и там была русская старушка, сторож, она говорит: Руслан, там дядечка какой-то тебя ждет. Я захожу в свой кабинет, за моим столом сидит какой-то молодой мужчина, ну, чуть старше меня, вот, и в моих ящиках ковыряется, там смотрит. Я говорю: я не понял, я говорю, вы зашли в мой кабинет, я говорю, и еще копаете в ящиках. Вот. Ну, он поднялся, он по-чеченски, вот, я пришел с тобой познакомиться. Вот, я о тебе много слышал. Меня зовут Нажмудин Акаев. Вот, я начальник отдела КГБ. То есть он начальник отдела КГБ, который курировал культуру и науку. Ну, я сразу понял, чего он пришел. Но он об этом не говорит. Он говорит: вот я от тебя наслышан, вот что такой умный парень, чеченец, что он в аспирантуре. И вот он после этого ко мне ходил месяц-два, он был постоянно вот над душой, вот хочу встретиться, вот с собой интересно было бы. Вот почему ты... И вот у него разговор такой: почему ты читаешь дореволюционную литературу? Ты знаешь, что ее нельзя читать. Вот. Я говорю: я не слышал такого постановления. Я человек, в принципе, это законопослушный. Если ты мне укажешь, где тут есть постановление, вот, я говорю, я не буду читать. Но во всяком случае, вот, и в Москве в библиотеке я беру, по МБА я выписываю с Москвы. Вот. А у нас, по-моему, единственное правило пользования, единое по Советскому Союзу, пользование библиотечными фондами. Вот я как историк, я говорю, читаю. Вот. И потом вопрос о Ермолове. Вот. Я его спросил: вот ты работаешь в КГБ, начальник отдела. КГБ, я говорю, орган, созданный советской властью, которая уничтожила царизм, монархизм. Кровью, я говорю, залили всю страну, уничтожили всех, кто служил, я говорю, самодержавию. И ваш орган ЧК создали для того, чтобы вы стояли на защите социалистической законности. И вдруг через чуть ли не 60 лет, 70 лет после установления советской власти, вы защищаете Ермолова, который верой и правой служил царю, которого советская власть уничтожила, власть эту. Это предок Николая II. Вот я, говорю, здесь не могу понять, а как вы это объясните? В общем, короче, вот это у нас дискуссии. И в конечном итоге, когда я категорически сказал, что я не приемлю вот этих позиций, вот, мне они объяснили, что тебе придется очень тяжело, вот, ни защититься, ни публиковаться мы тебе не дадим.
потому что ты очень так вольно себя ведешь по отношению к нашей организации и вообще к Советскому Союзу, ты не патриот. Ну, насчет патриота, я говорю, я не знаю. Я говорю, если я пошел, призвали в армию, я служил в армии. Если начнется война, не дай бог, меня никто не будет спрашивать моего патриотизма, мне сунут в руки автомат, я говорю, и отправят. Вот. И, естественно, я оттуда убегать не буду. Вот. Но если я говорю, я патриот, если я говорю, КГБ СССР не может обойтись без меня, ну давайте, я говорю, так объясните, я говорю, официально штатный работник, так и быть, я брошу свою работу, перейду к вам. Вот. Это как раз еще и Станислав Шульгин присутствовал. Это уже был, он представился как Магомед Хайтаев или Хатаев. Вот он сменил этого Акаева уже. Вот. И вот после этого, через недельки-две, меня вызвала директор и говорит: Руслан, ты знаешь, я тебя не могу держать зав. Отделом, потому что мне указали, что должен быть обязательно член партии. Вот. Ты меня извини, но я вынуждена тебя снять. Вот. И она меня перевела, это Фатима Идрисовна, она, по-моему, урожденная Далакова, вот, очень хорошая женщина, кстати, ко мне она неплохо относилась. Она сказала: я тебе зарплату сохраню, я тебя переведу зав. Отделом охраны памятников. Ну, это звучит громко, за отделом охраны памятников. Это единственный человек во всей Чечено-Ингушской ССР, кто занимался официально памятниками архитектуры. И вообще всеми памятниками материальной культуры. Вплоть до памятника Ленина, который стоял на площади. Один человек. Вот. И я перешел в этот отдел. Вот. Но, правда, мне сказали, что на археологические раскопки я и заикаться не должен. Вот. А музеи нужны музейные работники, а не научные работники. Вот. И моя задача заниматься памятниками. И вот я как раз начал заниматься памятниками. Ну, там ходили, кроме архитектурных памятников, это древних памятников, археологические памятники, это учет, составление списков, составление научно-учетной документации, вот, и памятники советской власти, естественно, обязательно. И в основное внимание на них уделялись. Это памятники Ленина, их было много очень. Вот. И вот я начал эту работу, вот как я сказал, было бы счастье, на несчастье помогло. Вот. И каждый год я выезжал в горы. Вот. Естественно, у нас специалистов не было, вот. Командировочных почти не было. Это обычно по знакомству я ездил, там кто-то подвозил, кто-то чем-то помогал. Даже продуктами приходилось самим это давать, потому что на рубль в день, в то время, я думаю, продукты купить было очень тяжело. Вот. И в результате вот этих событий я как раз с 83 года по 89 год, я каждый год проводил в горах, вот, и пешком обошел от границы Дагестана, от Чеберлоя до военно-грузинской дороги, вот, Ингушетия, Чечня. Вот. Бывал в Хюсуретии. Вот. Вот. И контактировал с управлением по охране памятников Грузии, с реставрационными мастерскими в Москве. Вот. И у нас научная документация в то время была только по Ингушетии, Асинское и Джирахское ущелье. Вот. Вот я заключил договор с Кулаковым, Виктор Кулаков, это российская Росреставрация, Валентин Кузьмин. Вот с ними я выезжал в Аргунское ущелье, вот как раз памятники Мелхисты я начал, это Кулаков, и Кузьмин, и Тумкалинскую котловину. Потом Кузьмин последний, уже перед тем, как прекратили финансирование, Галанчежское ущелье. Я хотел, чтобы он полностью Галанчежское прошел. И в 1988 году я подготовил документацию
полностью там и положение, и штатное расписание для заповедника. У меня была идея такая, учитывая многочисленность этих памятников, и кроме того, учитывая, что они не исследованы, не выявлены, вот, и археологические, и архитектурные памятники горной зоны, вот, создать 5 заповедников. Вот. Ко мне подключился, был такой замдиректора музея Павел, фамилию я сейчас вспомню. Вот. Он был орнитолог сам. И он предложил: Руслан, если эти памятники исторические, почему бы сразу не сделать их и природными, комплексами? Вот. И он вместе со мной выезжал. Чеберлой, мы сколько могли, но Чеберлой вот эта неделя была, и мы по дождю ходили. Составлял я карты, схемы. На эти карты, схемы я наносил вот эти селения, где были развалины или вот эти остатки этих архитектурных памятников. Вот. По Аргунскому ущелью, по Галанчожу, по Джараховскому, по Асинской котловине. Вот. У меня идея была такая: создать 5 историко-архитектурных и природных музеев-заповедников. Джарахский отдельно, Асинский отдельно, Галанчожский отдельно, Аргунский и Чеберлоевский. Почему? Я и объяснил, министр культуры у нас был Абдулла, вот у меня память сейчас очень стала такая, вот, попозже я вспомню, вот, Киндаров, Абдулла Киндаров, что если в этих заповедниках будут работать люди, выходцы из этих ущелий, из этих селений, вот, я думаю, они будут относиться бережнее к этим памятникам, и они будут стараться как-то более активизировать работу по выявлению, по учету, по составлению научно-учетной документации. Вот. Но в конечном итоге это у меня поломали. В Ингушетии создали Джараха-Асинский, там они очень удобные, они рядом находятся. А в Чечне только Аргунский. Получилось, что у нас памятники Чеберлоя остались за пределами, и памятники Галанчожа остались за пределами. Вот. И в 1989 году как раз разрешили создать отдел археологии при музее, и я перешел в этот отдел археологии. Вот. Сразу же я, значит, получил открытый лист на охранные раскопки, и на следующий год уже первой категории стационарные раскопки. Я начал уже, потому что я все эти время не мог работать археологом. Вот. А то, что я документацию подготовил, мне это помогали управление по охране памятников в Грузии, я встречался там. Вот. Почему-то в министерстве решили, не послушались то, что я предложил, передали вот это создание, вот это управление по охране памятников. Был такой замминистра Ковтун. Ковтун там все перекроил. Вот. И у нас еще не было на проектной организации, они сразу сделали мастерские, потому что это очень хорошие деньги реставрационные. Вот. Любая работа, вот ремонт ты стены делаешь, там расценки, например, рубль, а реставрационно ты можешь 5 рублей сделать. То есть она в несколько раз выше расценки. Одни и те же виды работы. Вот. И когда я сказал, что это очень я боюсь за состояние памятников, потому что реставрация – это восстановление первоначального вида, воссоздание первоначального вида. И если вы, исследователи, археологи, этнографы, не могут точно сказать первоначальный вид этого памятника, то лучше его не реставрировать, а консервировать, восстанавливать то, что-то известно. Вот. Ну, здесь начались вот такие бутафории. Например, памятник теряет историческую ценность. Ну, например, вот Шатуйская башня. Очень красиво сделали. Но она уже потеряла историческую ценность. Таких башен не было никогда в Чечне. Вот. И вот в период работы с памятниками я готовил карту-схему и готовил
материалы хотел издать об архитектурных памятниках. Вот. Это у меня очень долго предыстория. Вот. И в то время, значит, вот у меня, я собирал материалы по петроглифам. Кстати, мне очень сильно помог Марковин, вот. Кобычев. Вот. Кстати, он неожиданно умер. Он обещал полностью свои архивы копий переслать мне по петроглифам, но он неожиданно заболел, умер. Вот. Ну, опубликованные я собрал все. И то, что я встречал. Ну, правда, в Первую войну у меня часть я потерял, то, что я сам собирал. Потом после Первой войны я выезжал опять в горы, кое-что собрал, опять у меня кое-что пропало. Но в конечном итоге я их так составил, вот, но уже часть рукописи, записи тоже пропала. Вот. А теперь перейдем к этим памятникам. Вот архитектурные памятники. Архитектурные памятники на территории и Чечни, и Ингушетии полностью еще не изучены. Мы можем много что о них сказать, но очень многие вопросы, которые сейчас еще сложно ответить. Вот. Это в первую очередь это датировка этих памятников. Вот. Очень сложен вопрос о времени возникновения, например, разных типов этих памятников. Вот. Где впервые начали эти, вот тоже дискутируется вот эта проблема, когда они, где, кем они начали строиться и где впервые, кто повлиял на появление этих башенных построек. Вот. И особенно болезненно это вопросы состоят в Чечне, потому что в Чечне очень многие горные ущелья, они недоступны. Вот. Если в Ингушетии очень прекрасное ущелье, например, Асинское ущелье, там великолепно аридная котловина, там и широкий, вот как бы, знаете, вот степной ландшафт, например, между Эгекал, Таргим, Пув, вот. То в Чечне это узкие теснины, обрывы, вот. И многие ущелья, там давно люди переселились на равнину, они уже заросли лесами, вот. И в самых неожиданных местах ты находишь постройки, в том числе и боевых башен. Вот. Но несмотря на это, например, вот сейчас любят люди, которые в горах не бывали, и кто-то на машине выехал, увидел башню, вот говорит, там вот эти чеченские башни, вот это ингушские башни, это. Дело в том, что эта башенная архитектура, она в первую очередь характерна, здесь нельзя сказать Ингушетия, Чечня. Это, в первую очередь это чечено-ингушские башни, потому что тот тип, особенно боевых башен, за пределами Чечено-Ингушетии их единицы. Их единицы в Осетии, их единицы в Грузии, Хевсурете, Тушете. Вот. В Сванете очень много башен, но это совершенно другой тип. Вот. Именно боевые жилые башни, вот два типа этих построек, вот, одна и более характерна для Чечни и Ингушетии. Здесь вопрос стоит о количестве. Ну, количество полностью учет они не взяты, вот, во-первых. Во-вторых, в Чечне памятники больше разрушены. Почему? Во-первых, чеченцы на равнину переселялись в высокогорных ущелий, и эти башенные постройки не ремонтировались. Естественно, не может никакая постройка простоять 300-400 лет без ремонта. Вот. И когда люди там жили, они постоянно ремонтировали эти постройки. Вот. Но когда люди оттуда ушли на равнину, они не ремонтировались. В Ингушетии, особенно из-за того, что это очень удобные для жизнедеятельности людей, эти ущелья, вот, там население всегда было очень плотным. И вот эти башни, они ремонтировались и после землетрясения, там, каких-то событий. Вот, они ремонтировались и в XVIII веке, и даже в XIX веке. В Чечне, например, ремонтировалась башня, это, если судить по сведениям Миллера, вот, это одна, может быть, из позднейших ремонтированных башен, это башня Хайбах. Вот. Но это сразу видно, когда вот смотришь на эту башню, она сразу напоминает, например, ингушскую боевую башню, о которых я позже скажу, это о башне. Вот.
учет этих башен, вот когда я работал по охране памятников, я собирал материалы, у меня, в принципе, они совпадали с данными Джабраила Чахкиева, археолог, ингушский археолог. Вот. Но Джабраил Чахкиев – это, можно сказать, фанатик, историк, археолог. Он пешком обходил почти все горы, он везде ходил, у него просто это, вы знаете, он фанатически предан этому был. Вот. И вот у него, когда он ко мне в музей обычно заходил, вот у него тоже вот собраны материалы, в принципе, у нас совпадали. Единственное, некоторые моменты, потому что в Чечне, где он не был, вот я ему, когда рассказал, он говорит, я там не был, вот, боевые башни. Так вот, Джабраил Чахкиев в конце 80-х годов, у него было собрано, у него в основном боевые башни, это 320 боевых башен. Из 320 боевых башен у него, значит, 122 башни в Ингушетии и 198 башен в Чечне. Вот. Жилых башен, конечно, в Чечне намного больше сохранилось. Вот, в принципе, вот такие цифры и есть. Но дело в том, что у Джабраила Чахкиева не учитывалось несколько боевых башен, которые мне показали старики. То есть в Чечне, в принципе, разной степени сохранности, мы можем с уверенностью сказать, где-то порядка 200 боевых башен. Если говорить о жилых башнях, жилых башен больше, жилых башен порядка 500-600 в Чечне. Вот. В Ингушетии несколько меньше. Вот. Но есть еще несколько типов архитектурных памятников. Это, например, культовые памятники, святилища. Святилища в Ингушетии сохранились хорошо. Вот я как раз с Мужухоем участвовал в раскопках этих святилищ. И святилище двух типов. Святилище здания, святилище – это выложено как каменные столбы. В Ингушетии оба этого типа, и в Ингушетии очень много святилищ зданий. В Чечне святилищ зданий сохранилось очень мало. Вот. И дальше идут погребальные сооружения, надземные склепы. Вот наземные склепы в Чечне, их количество намного больше. Кстати, самые крупнейшие могильники из наземных склепов, как раз они сохранились в Чечне. Ну, это Верскал Майст и Цайнпеда Мялхисти. Вот. Но эти склепы находятся, например, в Майстинском ущелье, они находятся и на склоне горы, покрытой густыми лесами. Это я тоже смотрел визуально в 90-м году, в 91-м году. Вот. Вот. Их насчитывается тоже в Чечне, если учесть их склепов, больше. Хотя на большей территории горной Чечни склепы, постройки и святилища не сохранились. Особенно с распространением ислама происходили, как мне объясняли старики, из останки людей из наземных склепов, их перезахоранивали, их закапывали в землю. Вот. А камни, кладки разбирались. Вот. И святилища тоже, они перестраивались. Но, несмотря на это, например, одно из самых восточных, наверное, на территории Чечни построек и склепа, и святилища. Вот. Мне показали дети в Чинх. Чинха по дороге в Зумса есть такая маленькая речка Дели-Эрк. Дели, да, Дела, вот, божество. У нас Дела – это Бог. Дели-Эрк – это речка Делы, Божья река.
Вот. Меня очень интересовало, почему так называется. Я спрашивал там у стариков, и потом мне дети, они мне сказали, ты знаешь, говорит, там по этой речке есть постройки и есть кости людей. Вот. Дело в том, что в месте, где эта речка впадает, Дзумсой-Эрк, это приток, правый приток Аргуна, теснина. Вот это с двух сторон, это как бы стоит две стены. Кстати, расстояние там не очень большое между этими стенами. Эта речка внизу течет. Там солнце попадает в течение дня, в солнечный день, может, на 1,5 часа, не больше. Вот. И они сказали, что со стороны реки вот Зумсой-Эрк по воде можно протиснуться вот эту расщелину, и там идет небольшое расширение. Вот. И я по реке Дзумсой-Эрк спустился вниз, в эту расщелину даже мне пришлось боком пройти эти скалы. Вот, Дейли-Эрк, она обычно летом она не глубокая, а во время дождей она поднимается где-то на 1,5 метра иногда. Вот. И вот действительно там небольшое расширение и небольшая площадка под скалой. Вот. И там, значит, две постройки, но они уже засыпаны, полузасыпаны осыпавшимися камнями. Вот. А две постройки с костями я увидел, они кровли-то уже рухнули, но там человеческие кости. И одна постройка по дверному проему – это святилище здания. Вот. То есть люди не разрушили это, потому что их предки там были похоронены. Вот, в принципе, вот это типы этих архитектурных памятников. Вот. Теперь скажем так, речь идет так, пирамидальная кровля. Вот, ну, это красиво видели, да? Башни боевые с пирамидальной кровлей и башни там плоскокровельные. Многие ученые, вот и Джабраил Чахкиев, он считает, что в Чечне всего насчитал 27, по-моему, 27 боевых башен с пирамидальной кровлей. Я потом вам объясню, что это такое. В Ингушетии 56 пирамидальной кровли. Остальные башни в Чечне боевые, плоскокровельные с зубцами по краям. Ну, там еще варианты. Вот эту типологию еще предположил в свое время Марковин. Вот. В 80-е годы, когда я разговаривал с Марковиным, я ему сказал, что те башни, которые он считает плоскокровельные или с зубцами по краям, ну, как вот, например, европейские там эти самые башни, замки, и там идут, значит, вот по краям идут вот выступы вертикальные. Вот. Я лично вот это смотрел, например, Цайнпхайда, нижняя башня, вот, то она не плоскокровельная и не с зубцами, а дело в том, что пирамидальная кровля, когда рухнула, вот эта стрельчатая арка, она полуразрушенная, и получилось такое, что 4 вот этих как бы столпа по краям стен сохранились, и машикули сохранились. Дело в том, что сколько я наблюдал, башни, которые боевые имеют машикули, они вряд ли могут быть плоскокровельными. Потому что, когда московские реставраторы создавали учетную документацию, и они делали проекты на реставрацию. Вот. И когда речь шла, что это плоскокровельно, они не могли куда посадить эту плоскую кровлю. Потому что в башнях и в боевых, и в жилых специально для крепления поперечных бревен там идут консоли, выступы. И эти бревна надо укладывать на эти консоли. И вот с этим произошло у них вот противоречие. Вот. И жилые башни. Жилые башни уже постепенно и в Ингушетии, в Чечне раньше, когда башня разрушалась, вот, то, естественно, например, была трехэтажная башня, верхняя разрушилась, обычно уже не восстанавливали 3 этажа, потому что в то время уже легче было построить горизонтальное жилище, а не вертикально вот эти этажи. Вот. И башни тогда, они перекрывали крышей, например, 3-й этаж не достраивался, 2-этажный. Вот. И в это время уже строится жилище, они, значит, одна длинная веранда,
И вот эти этажи, они расположены на одном уровне. Вот. Так, это жилая секция, вот, как он назывался, Нинца, гостевая комната, вот, там детская комната, они уже горизонтально находились. Вот. И культовые постройки я попозже вам скажу, а сейчас давайте перейдем. Что такое жилая башня? Как я сказал, на территории Чечни разной степени сохранности жилых башен насчитывается порядка более 500-600 башен. Вот. Жилая башня, обычная жилая башня, она имела ширину стен от 8 до 10, это чаще всего. Иногда бывают башни большие в плане, они характерны, кстати, именно для Чечни, 12-16 метров. Вот. Например, башня 16 метров стена шириной, вот я лично сам смотрел, это башня Мялхиста в селении Терта, вот, но она была четырехэтажная. И башня в селении Кешт-Дзумса, вот, там тоже она была четырехэтажная башня. Вот. Обычно башни чаще всего и в Чечне, и в Ингушетии жилые, это трехэтажные. 3 этажа. Первый этаж обычно это был хозяйственный, вот его как называют еще кай. Кай это для содержания животных. Там и лошадей, и овец, и коров содержали. Вход на первом этаже. На втором этаже жила семья. Вот этот этаж, он называется обычно Ненца. Там находился очаг. И третий этаж, он называется Хаишца. 3 этажа. Вход на второй этаж находился на уровне вот этого второго этажа, поднимались по лестнице. Лестницы, такие лестницы я находил, уже сгнившие. Это отесанное с одной стороны бревно и с другой стороны с зазубринами. Кстати, такое бревно сохранилось в замковом комплексе Мялхиста. Вот. Но оно уже, когда его трогаешь, оно разваливалось. Вот. И на втором этаже находился очаг. Очаг обычно чаще всего толха, называют толх. Но это как? Это на плиты и выложены вокруг каменный, как бордюр. Вот. Есть керч. Керч это в виде камина. То есть из стены выступом камней делается вот этот каминный, и он уже нижний опорно, он уходит в стену. Иногда вот эти опорно-боковые, они доходят до низа. Туда вешался котел. Вот. И выше по стене имеется отверстие с таким срезом, чтобы дым выходил. Вот эти камины встречаются часто. Даже вот многие башни, у них уже межэтажные деревянные перекрытия сгнили, рухнули. Вот, но на втором этаже вот висит вот этот прилепленный камин. Вот. Как только башня была построена, вот, в очаге разводился огонь. И обычно это по преданиям стариков. Этот огонь приносился из того очага, откуда вот эта семья отделилась. Приносили головешки, зажигали огонь, и этот огонь горел до тех пор, пока там жили люди. Вот. Если огонь потух, вот, считалось, что именно что цена покинула этот дом. Вот. И обычно люди, они очажная цепь была очень священной. Вот. И они эту очажную цепь свою брали, котел, и в этой башне обычно не жили. Этот огонь не должен был потухнуть. Он мог потухнуть только в случае каких-то катаклизмов, какой-то катастрофы, там что-то произошло. Вот. И вот эта очажная цепь, она считалась священной. Вот.
Вот этот очаг у противоположной стены посередине. Трехэтажные жилые башни, трех-четырех, они имеют внутри несущий столб. То есть вот эти этажи, этажные балки, они опирались на этот несущий столб. Вот. И каждый этаж имеет внутри люк. Например, первый этаж, на первом этаже в углу находился каменный мешок. Ларм. Туда засыпали сыпучие продукты. Брали их со второго этажа, где находился очаг, там сверху лежала большая плита. Вот, и вот когда плиту сдвигаешь, и вот оттуда эти продукты они доставали. На третий этаж опять люк. Каждый люк, он в разных углах. Ни разу не зафиксировано, чтобы люк располагался один на другим или на одной стороне, у одной стены. Он всегда расположен вот по кругу. Вот. На третий этаж. И люк на выход на крышу, потому что у жилой башни крыша, она была плоская, обязательно с небольшим наклоном. Вот. И она постоянно трамбовалась. Вот там настил бревен, потом идет черга, вот эти тонкие жерди, вот, потом хворост трамбовался, и потом глина с соломой. Вот. Там, где были плетники, сланцы, делали сланцевые. Эту крышу покрывали еще. Вот. А там, где его не было, делали вот эту глину. И специально на крыше стоял вот этот каток. Вот, балба. Ну, это как асфальт укладывают, этот каток, вот эти каток, чтобы постоянно после дождя, после зимы, это за крышей смотрели, она трамбовалась. По краю стены выкладывались камни. Иногда бывает до 1,5 метра зафиксированных. Вот высота этого бордюра, он идет по периметру. Вот. Он не только служил для обороны, но и, кроме того, он держал крышу, как бы груз во время сильных дождей или во время там сильных ливней, чтобы он не сносил эту землю. Вот. Далее я покажу этот рисунок, который я сделал. Вот здесь вот вы видите. Вот это вход на первый этаж, вход на второй этаж по лестнице. Вот, и вот разрез показываю. Вот это уже комнаты для гостей. Вот этот столб, он считал священным. Ну, варианты такой. Эрдбог, Ердбог, называется он Богом. Вот. Он был священный. Обычно, например, клятвы произносили, приложив руку к этому столбу. Вот. Это обычная трехэтажная башня. В Чечне часто встречается четырехэтажная башня. В Ингушетии это, я даже не помню, четырехэтажная башня, наверное, есть, но очень мало. Вот. В Ингушетии. В Чечне они встречаются часто. Ну, например, башня, я говорил, Терте, стена 16 метров, 2 несущих столба. Вот. У четырехэтажных башен, как правило, на 4-м этаже над оконными и особенно дверными проемами находится машикули. Машикули – это балкончик без дна, то есть, чтобы бросать камни, там защищать вот этот вход. Вот. Там еще идет разделение такое. Первый этаж – это для мелкого рогатого, то есть крупного рогатого скота. Второй этаж для мелкого рогатого. Вот это разделение. Такие башни зафиксированы в Дзумса, вот, еще в нескольких местах. В Терла тоже есть такие башни. Вот. По своим деталям башни различаются друг от друга. Именно в основном, в первую очередь, это из-за строительного материала. Сланцевые, где много сланцев, или там, где булыжники. Вот. Там, где много сланцев, обычно использовали сланец, и сланцы делали крыши. Вот. Шиферными плитками. Вот. Вот, например, башни такие. Вот бывает 3- и 4-этажная. Это там, где есть сланцы. Например, это башня Майста. Это я по памяти зарисовал, Цехал.
Здесь еще на третьем, после третьего или четвертого этажа идет вот такой выступ. Здесь машикуль, балкончик без дна. Вот, и передняя стена открытая. Вот. Это крыша. Вот здесь по краю тоже складывались камни. Метр-полтора метра. Вот. Крыша, она всегда использовалась. Здесь, видимо, или хранили и корма для скота, вот. Продукты сушили. Вот. Вот такие башни. Это основные два типа. Ну, конечно, варианты в каждом ущелье, везде вариации, различия везде встречаются. И очень много окон. Вот. Окон и световых окон. Вот. В жилых башнях еще есть ниши, бойницы. Наблюдательные такие ниши есть. Вот. Это жилые башни. Дальше. К жилым относятся башни-убежища. Вот эти башни-убежища тоже в основном в Чечне, потому что из-за рельефа и характера гор вот, в Чечне очень много скал и теснин, ущелий. Вот. И здесь такие, например, вот такая башня, это многим известно, это башня-убежище Моцкара, Нашха. Вот. Туда добраться сейчас тяжело, потому что в старину это были системы деревянных лестниц и переходов. Вот. В Галанчевском ущелье их много. В Аргунском ущелье, например, Нихал, например, Чинхар на скальной башне, Башенкел наверху, как Гонатхал называется. Вот. На большой высоте, прямо как ласточки на гнездо, они прилеплены к скалам на выступах. Скальный выступ, вот, и на них они построены. Или, например, Эхка, Итеркал, тоже пещерная башня-убежище. Вот таких башен в Чечне очень много. Вот. Башни четырехэтажные, например, то, что я говорил, что я наблюдал и обмерял, это Кулаков паспорта составлял, Терта. И вот Терта, скорее всего, из этой башни четырехэтажной с двумя столбами, вот этот рисунок опубликованный, нарисован Бруно Плечки, это австрийский автор, этнограф, который издал эту книгу в 1928 году, а в 1926-1927 год он провел в горах Чечни. И он там приводит стенка внутри башни из дерева, резная. Вот. Скорее всего, я смотрел Терта эти башни, это как раз вот эта стена находилась в вот этой большой башне жилой. Жилых башен в Чечне, как я сказал, когда чеченцы массово начинают переселяться на равнину, уходят, вот, они, многие забрасываются они. И дальше происходит, что камни эти использовались для других построек. Как, например, культовых построек, вот башенные камни тоже использовались. Вот. И особенно их много башен было уничтожено во время строительства крепостей русских. Например, Шатоевская крепость, именно на том месте, где сейчас находится Шатой, башенной постройки ни одной не осталось. Хотя там находилось несколько селений на этой территории. Вот. И Тумкалинская котловина. Осталась только Пакоч. Остальные башни тоже были разобраны для крепости Евдокимовской. Кроме того, массовое строительство мечети начинается во второй половине XIX века. И вот здесь башни разбираются и строятся мечети. Вот. То есть для людей, которые в то время жили, они не были памятником, как для нас. Вот. Это были их жилища, где жили их предки. Вот. И иногда получается очень интересная вещь. Строят мечеть, и в этой мечети в стене используют камень с петроглифами, знаки, которые языческими знаками. Все равно эти люди, они старались в память о своих предках вот, эти камни сохранять. Вот. Они ставили туда. Поэтому эти башни, они шел очень большой урон. И особенно много башен было разрушено
конце 18 века, где-то 1770-е годы, было очень мощное землетрясение. Например, по некоторым документам, там в Кабарде, в Осетии был голод, очень большие разрушения, болезни. В Грузии очень большие разрушения. Естественно, такие большие разрушения, видимо, были и в Чечне, и Ингушетии. Вот. И после этих разрушений в Чечне эти многие башни не ремонтировались. Единственное, мы могли сделать такой косметический ремонт, например, башня Шула. Это очень мощная башня, это единственная на территории Чечни и Ингушетии, массивная, и основание которой уложены камни несколько тонн весом, по-моему, до 3-4 тонн весом. Вот там кровля разрушилась, и люди просто, чтобы дождь не проникал, они просто вот эти плитки, они просто наложили друг на друга. Обычно пирамидальные кровли, башни, там идет промежуточно стоят камни, чтобы они находились на расстоянии, как типа китайские донжоны. Вот. И башни, как я раньше сказал, они, в принципе, в Чечне мало ремонтировались. Вот Хайбах в то время отремонтирован. Башня, например, боевая башня Шора, она ремонтировалась. Потому что, если внимательно посмотреть, на уровне 4-5 этажа в стене вставлен камень боком. Это бывшая полуарка от оконного проема с петроглифом. Она поставлена боком. Например, Дзумса Кяшта. Там есть жилая башня, в которой в стене вставлена большая плита с петроглифами. Это бывший арочный камень дверей от другой башни. То есть эти ремонты шли. Вот. Но уже они, те, кто ремонтировали, они не восстанавливали в таком виде, как, например, были они раньше. Вот. В Ингушетии эти ремонтные работы были более активными. Они восстанавливались. И боевые башни ремонтировали, и жилые башни ремонтировали. Вот. Поэтому там они лучше сохранились. Вот. Ну, если сказать о боевых башнях, приведу еще один пример. Обычно часто говорят замковые комплексы. Замковые комплексы – это сочетание жилых и боевых башен. Вот. Давайте скажем о боевых башнях замковых комплексов, раз зашла речь. Боевые башни. Боевые башни в Чечне намного разнообразней. Вот. Если в Ингушетии башни, они очень впечатлительные, это великолепные комплексы. Это возьмем так Эрзи. Это Эгикал. Эгикал – это буквально музей архитектуры. Это на протяжении нескольких километров эти башни населения. Озди, Кели, Эгикал и другие. Вот. Таргим, вот. Пялинг. Очень великолепна башня Пуй. Вот. Она высотой почти 30 метров. Вот такой высоты башен в Чечне, конечно, нет, потому что в Чечне более старые башни, и они более приземистые. Кроме того, в Ингушетии боевые башни, они более стройные, красивые, потому что угол сужения у них больше, по-моему, даже более 10, до 13 градусов. В Чечне порядка 8 градусов угол сужения. И за счет этого угла сужения создается вот это фантастическое, вот это, знаете, как будто движение вверх. Вот. Но они все башни, в принципе, они почти одинаковые. В Ингушетии. В Чечне идет детали, архитектурные детали, очень много разнообразных. Ну, давайте для примера такое. Например, Машикули. Машикули – это балкончики без дна. В Ингушетии Машикули обычно, я условно просто набросаю, Машикули всегда на 2 консолях. 2 консоли. Вот. А по-чеченски они называются мершкир. Видимо, мар, выступающие камни, видимо. Вот. Приблизительно вот так вот. Они очень узкие. В Чечне тоже встречаются машикули на 2 консолях. Например, возьмем так.
селение Мелхиста. На 2 консолях, но они, машиколи, сами шире, чем в Ингушетии. Или Майста, тоже на 2 консолях, но машикули почти на всю стену. Вот такие. Кроме того, в Чечне встречается машикули, я не буду саму башню рисовать, узкие на 3 консолях, очень узкие, как, например, Хайбах. На 3 консолях с арочными камнями. Вот, например, здесь прямой камень лежит плита, здесь арочные камни поставлены. 4-консольные. И, например, встречается как башня Шула на 5 консолях. Если, например, в Ингушетии башня машикуль, он где-то меньше, чем 1/3 стены, ширины стены, вот, таких узких машикулей в Чечне не делается. То есть эти машикули очень поздно. Узкая машикуль, как раз 3-консольная, это в Хайбахе. Вот. Далее, и в Чечне встречается машикуль круговая по периметру. Вот, как, например, Хойская башня. Вот. Жилые башни, мы о которых говорили, как я сказал, ширину я сказал, высоты они достигают иногда до 15 метров, 16 метров, особенно 4-этажные. Вот. Боевые башни, у них основание намного меньше, где-то от 3-4 метров, это чаще всего, до 5 и очень редко 6 метров. Но 6 метров это, по-моему, 5-6 метров это Шула башня. Вот, это очень редкий случай. Вот. Обычно идет 3-4 метра. В основном основании, если, например, жилые башни, они чаще всего прямоугольные, не квадратные. Вот. Иногда встречаются в Чечне башни, например, основания немного там трапециевидной формы. Например, в Ингушетии, в районе Солгов, жилая постройка башня, у нее одна стена была полукруглая, то есть она шла по краю обрыва, и она повторила его конфигурацию. Боевые башни, например, с трапециевидным основанием, плане, вот, например, зафиксирована Майста. Это комплекс Уверска. Вот. Высота до 18-20 метров, 23 метров. В Ингушетии башня есть до 28 метров. Вот. Насколько я помню, это я говорю. Вот. Но в Ингушетии башни, если у них основание, ширина стен, она узкая, они сужаются очень сильно к 5-му этажу. Вот. В Чечне угол сужения меньше. Поэтому чеченскую башню, ингушскую башню очень легко различить. Вот. Я часто встречал, когда, например, люди, которые в горах не были, они не различают башни, вот им разницы нет, они там дают эти фотографии, чеченские башни, это часто вот грешат вот в Чечне. Я очень много об этом говорил, нельзя такие вещи делать. Вот. А берут, например, фотографию Эгикал или Пялинг, Таргим, вот, и дают текст о чеченских башнях. Вот. Если в принципе, вот ингушская боевая башня. Вот. Кстати, вот эта верхняя часть, пирамидально-ступенчатая кровля, в Ингушетии ступеней больше. Вот. И замыкает этот замковый камень, который удерживал как раз всю эту конструкцию, вот, его называют цуркул в Чечне. Вот. Вход иногда в жилую башню, то есть боевую башню, находился до высоты
до 4 метров. Вот эта лестница. Первый этаж, он глухой в боевой башне полностью. Если в жилой башне на первый этаж есть отдельная дверь, в боевой башне нет. На первый этаж спускают через люк со 2-го этажа. Вот. И вот там внутри находится и ларма, вот это хранилище для зерновых продуктов. Там же находится место хранилища запасы воды. В этом этаже. Единственное, на первом этаже несколько раз зафиксированы очень узкие щели бойницы в верхней части. Видимо, они как раз служили для того, чтобы и наблюдать, и чтобы стрелять с лука. То есть некоторые говорят, с лука невозможно стрелять. Дело в том, что вот эти ниши, которые в древних башнях, они, например, если на выходе у них ширина где-то 2 сантиметра, вот, то они внутрь расширяются. Естественно, там можно и с лука стрелять. Это я лично, вот, когда поднимался на этажи, я смотрел, потому что много говорят, что это для ружей. Вот. Некоторых башен, особенно в Ингушетии, перекрытие межэтажное между 2-м и 3-м этажом, арочные своды, каменные. Вот. В Чечне они встречаются реже. Вот здесь вот я показываю, это боевая башня, в принципе, характерная для Чечни. Вот это арочный свод. Арочный свод между 2-м и 3-м этажом и арочный свод навершие. Вот. Поднимались по лестницам внутри. Наверху находится вот этот балкончик без дна, откуда стреляли и кидали камни. Вот. Иногда встречаются башни, вот, например, жилая башня Керла, это Никар, 4-этажная жилая башня. Вот там на 1-м этаже до сих пор идет вода. То есть там была подведена вода из-под родника, и там специально сделаны каменные корыта, ной, чтобы животные могли пить. И вот эта вода до сих пор просачивается там. Вот. Такие случаи тоже бывали. На вершине гор, например, эти башенные комплексы, там сейчас воды нет. Как говорят старики, когда жили люди, там была вода. Действительно, там остаются следы, где были родники. Когда люди покинули это место, вода, видимо, оттуда ушла. Вот. И вот здесь идет вот об этом навершии. Это навершие. В Чечне встречается несколько различий архитектурных. Если в Ингушетии они в принципе одинаковы, то в Чечне, например, Майстер, селение Пора, это рисунок 1938 года. Вот. Здесь крыша листа сланцевой плиты, они очень далеко выступают. Это характерно именно для Маестинского ущелья. И, кстати, смотрите форму машикули. На 3 консолях здесь имеет боковую стенку, а этот машикуль, он не прямой, он треугольный в плане. То есть вот это различие встречается. И вот эта башня, она, например, я специально, чтобы вы обратили внимание, даю. Вот это, как она выглядит сбоку. Видите, да? Она приземистая, вот эта навершие пирамидально-ступенчатая, но далеко выходит за стены. Здесь на всякий случай вот это этой же башни Пора, вот это фотографии вот этой башни. Вот. Навершие пирамидальной кровли, оно называется майла, обычно говорят. Вот. Строились башни на скальной основе, то есть расчищали землю, вот, и вот это лард это основание, бух. И вот на нем уже выкладывали, в основание клали очень тяжелые камни, как я сказал, иногда до 3-4 тонн весом. И уже кверху эти камни, размер уменьшается, и стены сужаются. Толщина стен обычно где-то 40 сантиметров, вот так, у боевых башен. Вот. Иногда встречается в боевых башнях, делают
первый этаж, стены толстые. И вот здесь они выступают, это говорят, это терхи, то есть идет уступ. Стена толстая, уступ, на который укладывается вот этот бревенчатый накат. Дальше уже стена тоньше идет. Вот. В жилых башнях тоже вот стены, размер, в принципе, такая толщина, но, например, Дзумса, Кешт, осталась эта стена. Ее толщина где-то метр, она очень толстая. И высота где-то она сохранилась в камне, по-моему, до 15-16 метров. Это четырехэтажная башня была. Вот. И вот эти многочисленные предания в горах, что вот там была большая башня, но однажды ночью там задрожали горы, и башня рухнула. Скорее всего, вот эта башня, она именно рухнула в конце 18 века, вот во время землетрясения. Также, например, башня Итумкалинской котловине Дюри, Чанчу. Есть башня одна по правому берегу Дюри-Ах, и вторая башня наверху, она темная, сланцевая. Вот там, по преданиям, одни говорят, что там было 2 боевые башни, некоторые говорят 3 боевые башни, на этом крутом склоне стояли. Но те 2 башни рухнули вниз. То есть они, очень много разрушенных этих башен. Вот. Дальше, вот, например, дореволюционно в 19 веке был такой автор Долбежев. Вот он дает, например, это Игалкей. Игалкей он дает вот такую форму. Но это, не знаю, он правильно зарисовал или нет, но это оригинально. Идет сужение, а последний этаж стены сложены вертикально, пирамидальная ступенчатая кровля. Вот. Далее, тот же Долбежев дает, значит, керла, баула, вот такую, вот круговой машикуль, и сверху пирамидальная ступенчатая кровля. Несколько напоминает башню Хойскую, тот же круговой парапет. Например, Марковин в книге, он пишет, что вот Хойские башни, Чеберлоевские, они больше близки к дагестанским, напоминают по форме. Вот. И я у Марковина спросил, вот почему, когда вот это пишут, ни Гольштейн, никто, ни одного рисунка или фотографии дагестанских башен не приводит. Насколько известно, сколько я смотрел, вот в Дагестане есть башни, но такого типа башен в Дагестане я не встречал. Потому что если бы они были бы, вот этих альбомах дагестанских, они бы там публиковали. Там есть очень массивные, высокие башни, вот, но там решение вот этой верхней части, венчание, там совершенно другое. Вот. Кроме того, в дагестанских башнях, как я обратил внимание, обычно оконные дверные проемы, то есть проемы навершие сделаны прямые. Вот. Сейчас я вам покажу. Вот, например, Долбежев дает Ченхоевскую башню. То есть опять круговой парапет он дает. Если сравнить это самое Хойскую башню, сравнить Ченхоевскую башню и сравнить башню Терла-Баула, они друг друга напоминают. Когда я смотрел документацию реставрационных мастерских Москвы, Росреставрации, на Хойскую башню, вот здесь они дали 2 варианта, где поставить крышу. Они не могли решить. Потому что именно балки, основа для балок консоли, они находились ниже вот этого парапета, где-то сантиметров на 50-60. В конечном итоге они решили на торец, на край стены сделать эти балки. Вот. Если учитывать вот это, может быть, вот Ченхоевская башня, вот я нарисовал сверху вот такое, как, например, идет Баула. Может было, может, это мои фантазии. Вот. Дальше. Когда мы, сейчас я говорил о том, что оконные проемы, вот возьмите варианты такие. Вот дверные проемы. Дверные проемы идут большой арочный камень. Вот, его называют по-войнавски куркейр. Вот. Эта арка создается иногда 2 половинками.
Эта арка делается в виде ложного свода с замковым камнем. Или когда башня построена из сланцевых плит, это напуском камней их отесывали, и получается вот так. Вот это куркир, это составной из двух частей арка. Это арка напуском камней, и вот здесь вставлен на верхней части вот этот вот такой замковый камень, который удерживал всю конструкцию. Вот здесь камни, это обычные сланцевые плиты, просто они по форме арки, они отесывались. Это чаще всего, что встречается, например, вот я наблюдал у нас в горах. Вот. В Дагестане обычно проемы перекрываются дверные и оконные вот такой прямой. Это не характерно для Чечни и Ингушетии. Вот. Только в поздних постройках это делается. Кроме того, в Чечне часто встречается на стенах, на камнях жилых и боевых башен рисунки, петроглифы. Вот. Кстати, еще отмечал и Крупнов, и отмечал и Марковин, и другие. Вот удивительно, что в Ингушетии следы язычества сохранялись очень долго, вот эти святилища и все. Но даже на святилищах, вот сколько я участвовал в раскопках, вот этих знаков, петроглифов мало. Вот. Ну, известные петроглифы с Ингушетии, например, селение Меллер, селение Эгекал, были опубликованы в свое время Кобычевым. По-моему, они еще опубликованы в книге Марковин Виноградов «Археологические памятники Член-Ингушской ССР». Вот. Отдельные знаки, круги это. Но такого количества, как в Чечне, вот, там не зафиксировано. Почему это произошло, это пока трудно объяснить. Во-первых. Во-вторых, некоторые петроглифы, которые я наблюдал, например, в стенах жилых и боевых башен, вот, на мой взгляд, изначально эти камни с петроглифами не были, они были в другом месте. Почему я так думаю? Потому что они несут информацию об идеологии. Там очень этих знаков, и солярные знаки, и все это более характерно для постройки культовой. Например, это и в Майста, и в других районах. Вероятнее всего, когда они разрушились, из каких-то святилищ эти камни вставлялись в стены жилых боевых башен. Иногда они вставлялись не так, как рисунок должен быть, а или боком, или вверх ногами переворачивали. Вот все равно старались себя обезопасить, вот, не знаю в чем. Вот. Например, Цекал Майста. Там я снял ретушью вот эти петроглифы, несколько камней. Вот. Эти камни, они тоже не с построек. И вот там я случайно, разговаривая со стариками, узнал, что там было святилище здание. Вот. Это святилище на окраине села до сих пор, оно засыпано, там холм стоит. Вот. Но четко видно дверной проем, с какой стороны был. То есть это просто вот мое мнение вот об этом, об этих петроглифах. Теперь коротко я скажу о замковых камнях. Обычно иногда дают фотографию, говорят, вот замковый комплекс. Нет, это не замковый комплекс, это архитектурный комплекс. Замковым комплексом называется комплекс из жилых боевых башен, который имеет только один вход. Он дополнительно еще укреплялся стеной. Вот, например, на рисунке Долбежева, вот замок. Замок из Магалкей. Башни пристроены одна к другой, и вход туда был только один.
и внутри находился внутренний дворик. Такой же, например, замок Иттаркалла Эхка, тоже Долбежев дают. В современное время можно посмотреть этот замковый комплекс, например, Мелхисте. Мелхисте – селение Меши. Жилые башни пристроены к боевой, и с другой стороны, где нет жилых построек, там стена высотой около 9 метров. Вход один во внутренний двор. Между селением Терте и Сохан. Два замковых комплекса. Кстати, что интересно, для Мелхисты характерны машикули на двух консолях. Вот на одном замке башни как раз машикули на 3 консолях. Вот там классический образец вот этого замкового комплекса. Один вход. Через первый этаж жилой башни входишь во внутренний дворик, и из этого внутреннего дворика уже идут входы в боевую башню и другие жилые башни. Позднее, уже когда переставали строить вот эти башни, вот в этих селениях башенных уже видно постройки одноэтажные, горизонтальной планировки. Вот это есть замковый комплекс. Далее, третий тип – это культовые постройки, святилища. Как я сказал, в Ингушетии их сохранилось намного больше. Это, например, святилище Маттердейл, это на горе Матлам. Вот. Это очень крупное святилище, и мы его ремонтировали. Я ездил туда принимать эти работы. Ремонтные работы в то время проводил этот РСУ, Министерство культуры. Вот, и главным инженером был Мурат Богатырев. Вот. И вот мне надо было документы подписать, и Мурат Богатырев меня пригласил на приемку. Я поднимался туда, вот, чтобы подписать эти документы. Вот. Это на вершине, там на плоской вершине этой горы Матлам. Но сама Матлам, название это Мат. В чеченском ингушском языке Мат имеет несколько значений. Мат-мот – это место, территория. Мат-мот – это язык. Мат-мот – это атара. Есть такое, например, метта-мот. Атары – место, лежбище. Вот. И Маттердейл – это буквально бог с горы Мат, бог с горы, где пасутся отары, потому что Матлам – это пастбищная гора, там, альпийские луга. Вот. И таких святилищ и в Салгах, и, например, выше Шуан, вот, и даже, например, очень старое святилище камерное, она над селением Эрзи Кербит. Там полностью все разрушено, но там вот это святилище мы тоже копали с Мужухоевым. Вот. Кербит что означает? Кюра по-чеченскому. Кюр, ястреб. Кербит это буквально к гнезду ястреба. Кер-бе-те. Бе. В диалектах обычно бе говорят, не бен. Кербит. Такое название есть, например, эх. Кербет, кербич. Кербич – это буквально в гнездо ястреба. Кербет – это к гнезду ястреба. Вот. И как я раньше говорил, например, керист Хилдиара. Вот. И очень многие начали. Керист – это христиане. Это не христиане, это керист, это ястребиный край. Потому что вот этот хребет, который идет от вершины Качу, вот, он называется Кериго, Кериго, ястребиный хребет, ястребиный кряж. Вот. Го сейчас в литературе тоже многие не знают, а в диалектах и тумкалинском, терлоевском, это го, это в горных диалектах, это хребет, склон горы. Вот. У нас сейчас го еще сохранилось, го-аго, бок. Вот. Вот. Так вот, этих святилищ в основном в Чечне столпообразные святилища. В Ингушетии много и столпообразных, и святилищ зданий.
С проникновением ислама, распространением, например, в Чечне, даже в конце 19 века, например, маистинцы, они уже как будто и мусульмане, но это святилище сохранилось на территории Хевсурет. Хевсурети христиане. Но святилище языческое, они это содержали, и в это святилище, это записано, есть документы об этом, вот, и там, когда был этот религиозный языческий праздник, проводили они обряды, вот, обычно, если жрец был Хевсур, то помощник был маистинец. Если маистинец жрец, то Хевсур этот, или наоборот, например, Мялги и Хевсур. Вот. И они проводили вот эти языческие обряды. То есть они сохранялись еще по традиции, вот какие-то самые. Вот. Кроме святилищ был еще один вид. Я лично считаю, что это отдельный вид культовых построек, это поминальные камеры. Особенно характерны они для территории Майста. Например, Уарскал. Вот я хотел бы остановиться на этом названии. Бруно Плечки дает название Вассеркел. Название. Ну, это для немецкого уха то, что они говорят. Потом Сулейманов и другие, они начали Фаранскал. Я тоже обычно ссылался Фаранскал. Вот. Но когда я был на раскопках второй раз, я познакомился с двумя стариками. Это были... Один был Шамиль, второй Асхаб. Один из них пас овец в районе Пуга, второй выше Цехал под ледником, вот альпийские луга. Вот. Я с ними по очереди сидел. И вот когда я его просил, я говорю, вот я молодых спрашивал, например, маистинцев, был такой молодой парень, Барчашвили, он мне тоже сказал Фараскал. Вот. Я ему сказал, что вот так. Он говорит, нет. И вот я записывал, я его заставил повторить, по-моему, раз 10. Уарскал. Получается дифтонг. Уарскал. Уарскал это скорее напоминает арс, лесистый хребет, лесистый склон, лесистая скала. Уарскал. Вот. После этого, где-то через несколько дней, увидев, что там горит огонь, приехал к нам в гости, по-моему, Асхаб находился на Пуга. Он на лошади, когда он сверху смотрел, и смотрит огонь. Вот. И он приехал днем, и он, значит, извините, что я долго говорю, это я как раз ударился в воспоминания. И он приехал, он говорит, я, говорит, удивился, когда ночью увидел огонь на хребте. Потому что, сколько я помню с детства, с 30-х годов, ночью ни один человек в нашем ущелье через это место, не то, что здесь основное, даже не проходил. Потому что это место считается, что здесь обитают черти, он сказал. Шейтниш лоузархуатто мяттигюбахере. Оба этих старика, когда я его расспрашивал, они объяснили, что это селение покинуто очень давно, по их разговору, более 200 лет назад. И люди больше не жили. Отсюда люди, часть переселились в Цехал, часть ушли в Пуга, вот, часть ушли на равнину, ближе к равнине, часть ушли в Грузию, Ахметовский район. Вот. И больше после этого люди здесь не жили. Скорее всего, это связано именно с этим землетрясением. Видимо, это потому, что этот комплекс находится на скале, на скальном выступе. И, видимо, разрушения были очень сильные. Вот. И люди покинули вот этот район. Они ушли отсюда. Вот. Ну, приблизительно я, по-моему, даже показывал как-то. Сейчас я посмотрю, может, мне удастся найти эту. Вот она. Вот эти обмеры, которые я делал в 90-м году. Вот это часть вот этого... верхней части этого комплекса. Вот. Дальше находились еще башни, еще одна боевая башня, и потом уже шел могильник. Вот он находится на вот таком остром каком-то выступе скальном. Вот.
Вот здесь башня одна, она более-менее сохранилась. Вторая башня только основание, вот у нее основание трапециевидное. И потом дальше еще жилые башни. И здесь где-то первый этаж остался боевой башни. Он прямо в самом узком месте находится. Вот. Но здесь мы говорим именно о святилищах. Так вот, вот на этом комплексе Варскал эти святилища, которые там были, их приспособили уже под жилые помещения и загон скота. Вот это самое крайнее. Вот здесь вот эти две пристроенные к скале камеры, это были культовые. Там очень маленькая площадь. Позднее, когда уже в язычестве произошел какой-то слом, какая-то деформация, вот, туда пристроили стены, вот, и там стали жить, и вот использовали еще для загона для скота. Вот. На одной стене этого святилища, это единственный случай, когда мы наблюдаем и в Чечне, и в Ингушетии, идет от края до края на всю стену вставлены там, по-моему, 7 или 8 камней, вот, и на них идут петроглифы. Вот. Подобраться туда тяжело, сфотографировать. Я сколько смог, я тоже смотрел там. Вот, и недавно я смотрел по Ютубе, наши археологи, они на вертолете. Вот я уточнил, какие петроглифы. То есть этот ряд, он несет какую-то информацию. Это чисто идеологическая информация там идет. Это, потому что эти камни расположены в ряд. Это как они строили эту постройку вот с того времени. И единственное, там в одной постройке сделаны бойницы. Но эти бойницы, мне кажется, сделаны уже во время депортации, потому что в святилище, которое выходит в сторону Майстай-Ахк, там был пост НКВД. То есть они старались после 1944 года в течение нескольких лет вылавливали людей, которые пытались перебраться в Грузию. Там как раз эта тропа шла. И вот сверху вот эта тропа, она находилась под этим святилищем. Вот. Вот эти два святилища, там идет здание, несколько святилищ столпообразных. Такие же столпообразные святилища есть Уга и Пога. Вот. Но на кладбище, когда полностью обмеры, я полностью все постройки я пронумеровал. По-моему, вот я смотрел эти съемки, там то, что я написал, эти цифры, там была снята топосъемка. Мы послали специалистов из Чечен-Граждан проекта. Они полностью вот этот склон горы сделали топосъемку. Вот, но получить мы не успели вот эти материалы. Вот. Этой топосъемки. Мы с людьми, с которыми я работал, мы сами сделали топографическую вот съемку рельефную, вот, но они у меня во время войны они погибли, вот эти миллиметровки, которые я вычерчивал это, потому что я хотел каждый склеп посадить на свое место. Так вот, я как раз думал, была идея высказана кем-то из археологов, что у нас были наземные склепы и были погребальные сооружения мавзолейного типа. То есть для одного какого-то почетного человека или для кого-то. Вот. После того, как я смотрел вот этот и в Терте, и в Мялхисте вот такие склепы, и вот когда я полностью все склепы обмерил на территорию вот этого Цехала, вот, здесь каждый наземный склеп сопровождается поминальной камеры. То есть это культовая постройка, видимо, семейная. Она без передней стены. Внутри идут П-образно вот эти камнем выложенные как бы сиденья. Вот в углах стоят эти выступы, полочки, чтобы туда ставили, видимо, жертвоприношения, видимо, то, что оставляли людям. Почти каждый склеп им сопровождается поминальной камерой. Это культовые постройки. Кроме того, культовые постройки вот такие по тропе, которая проходит мимо Варскал в сторону Туга и на подъем к Пога, выше тропы,
Там тоже построено. Это как бы придорожная поминальная камера. Путник, когда идет, чтобы во время дождя он мог туда зайти. Вот, и, видимо, там по обряду они поминали покойников, вот, и оставляли что-то как бы из продуктов и чего-то оставляли для других путников. Вот. И там, значит, если смотреть рисунок Бруно Плечки, и мы сами обмеры когда делали, две эти поминальные камеры, они были двухэтажными. Одна уже, второй этаж рухнул, вот, а первая, одна, она сохранилась на 2 этажа. И вот здесь что интересно. Видимо, какая-то произошла деградация, какая-то деформация в этих религиозных верованиях. Эти поминальные камеры начали переделать под погребальные. То есть вот эта система, которая сложилась, видимо, в предшествующие времена, стройная, вот это мир живых, башни, мир мертвых, склепы, и мир божества, мир покойников, вот этот значит, и мир божества, святилище. Вот. И вот, например, в ТРТ, вот такой поминальной камере, вот, они совершают погребение, они копают пол и совершают погребение. Хотя по оформлению фасада и боков там вставлены фигурки животных, головы животных, это явно видно, что это культовая постройка, не похоронная. И вот здесь в Майстах то же самое. Они камни уложили впереди, и там уже останки людей, где-то 16 век, вот, по некоторые находки. Все эти материалы, конечно, у меня погибли во время войны, особенно то, что сохранилось после Первой войны, сдать в музей уже нет. Вот, и они были вывезены, все эти было 6 ящиков. У меня в Первую войну некоторые кувшины, они разбились. Вот. А так все, в принципе, сохранилось под крушей, когда кровля упала. Вот. И их вывезли в Атаги, в школу. Вот. И после того, как федералы туда зашли, вот, там по некоторым сведениям их вывезли или в Моздок, или куда-то их вывезли, они исчезли. Кстати, все обмеры, все мои черновики, они находились там. Вот. Ну, правда, еще одно, если бы они остались дома, они у нас находились во дворе, была хозяйственная постройка, то они бы тоже не сохранились, потому что туда попал снаряд, и на этом месте оставалась такая яма, взрыв. Видимо, попал снаряд, и потом все сгорело, там и пепел был, и все такое, потому что соседний дом, он тоже рухнул. Вот. Так что эти материалы пропали. Там действительно очень много. Месяц я вел в раскопки. Вот склеповые могильники и вот эти культовые постройки. То есть эта система когда-то работала, она была взаимосвязана, она отражала мировоззрение, мировосприятие этих людей, но задолго, не период распространения ислама, до начала активной исламизации, вот эта система, она распалась. И они уже использовались не по назначению. Они использовались и для захоронения, и для других нужд, эти камни. То есть вот эта система вот такая. Вот. Это вкратце вот об этих постройках. Вот. Дальше что у нас? Мы об этом сказали. И еще раз вопрос, вот эти споры. Кто строил? Ингуши строили, чеченцы строили, ингуши строили. Я думаю, что это несерьезно даже эти споры вести. Здесь, когда не решен вопрос еще того, какое время они строились. Это очень трудно установить. Это самый важный вопрос. Единственная возможность для этого была в письменных источниках, что мы можем только предполагать. Это арабские авторы. Вот. Там они пишут,
Дзурдзукети, но Дзурдзукети это идет речь в то время не было чеченцев, ингушей. Все, кто говорил на вайнахском языке, вот, в том числе и бацби, тушины, нахские языки, вот, они назывались дзурдзуки, дзурдзуки кисты. Кисты это ближе уже более поздние. Вот. Дзурдзукети представляет из себя крепость с 12 воротами, пишет один. Это арабский автор. Я сейчас на память сразу не могу вспомнить. Это и Ибн Руст или Аль-Фадлан. Вот я не помню сейчас. Масуди. Вот. У другого автора у него идет так. Дзурдзукети это 12 крепостей. То есть в 900-е годы, 10 век, вот, эти авторы считали, что в этих горах есть крепости. Крепости – это каменные большие постройки. Если бы там были одноэтажные дома, они вряд ли бы говорили, что это крепости. Вот. Возможность, что эти каменные постройки были, свидетельствует, что каменные постройки на Кавказе, и вот по северокавказских горах встречаются даже, например, каменные постройки и до нашей эры. Далее, раскопки, например, Кабардино-Балкарии, там пока что еще в раннем Средневековье были уже каменные постройки, каменные стены, каменные башни, строения. Вот. Если учитывать всю эту информацию, то, естественно, сведения этих арабских авторов и то, что археологи находили в Кабардино-Балкарии, вот, это может говорить о том, что истоки вот этих башенных построений, этой архитектуры, они уходят еще, по крайней мере, ранее Средневековье. Вот эта система взаимосвязанности вот этих всех архитектурных памятников, башни, святилища и культовые постройки, скорее всего, она древняя. Потому что уже где-то в XVI веке вот, идет какой-то уже распад вот этой идеологии. Их уже используют не всегда по назначению. Вот. И если учесть с этим вот эту систему сигнальных сторожевых башен, то значит, как говорил Рабакидзе, это башни общесельского назначения. То есть эти башни строились не только для обороны какого-то населенного пункта, а, например, целого ущелья. И вот эта система, когда наблюдается от Чешков, кстати, в Чешках еще русские отряды, когда там воевали, они уничтожили вот Чахкар, построили крепость Воздвиженскую. Вот. Они там называют эти башни, притом по их описанию это как раз сигнальные башни. И вот эта система, она наблюдается до Грузии и даже последняя башня над Шатили, которая, например, видна из Джари. Джари находится над Цайн-Пайда. Вот. Самое крайнее селение там идет как Джари, и потом идет Дузи. Вот. На правом берегу Аргуна там находится, или находилось селение, которое только в преданиях осталось. Еще в XIX веке записаны предания, например, что там находилось селение, которое говорят выходцы из Мялхисты, они рассказывали о селении Дури или Дори. Вот. Но она очень сильно разрушена. Я сам там смотрел. Оно как на склоне горы скальный выступ, там были жилые постройки, и вот одна постройка, я там долго не мог находиться, но одна постройка, она по плану, по вот этим массивным камням, которые лежали в основании, вот, скорее всего, была боевая башня. Скорее всего, во время землетрясения там они очень сильно были разрушены, потому что люди покинули давно. И, кстати, эти выходцы из Дори, по преданиям XIX века, они некоторые жили в Ахметовском районе, скорее всего, Жокола. Вот. Как раз там выходцы из Мялхиста в основном живут. Вот. Дальше.
И поэтому датировку мы приняли решение в конце 80-х годов, когда начинать реставрационные работы, каждую постройку, это еще Марковин, это и Мужухоев об этом говорил, может быть, это не даст результатов, но на всякий случай каждую постройку, особенно засыпанную камнями, ее расчищать, тщательно расчищать вокруг башни, там несколько метров вокруг башни, и внутри башни, до основы материковой. Вот. И может быть, таким случаем можно было бы что-то найти. Вот. Ну, например, может быть рядом что-то, например, пирамидально-ступенчатой кровли башня находилась в селении Харач, в ущелье. Кстати, стены их еще в 60-е годы этой башни были, а в конце 19 века эта башня была сфотографирована полностью с пирамидальной кровлей. Вот. Недалеко от этой башни в свое время Муса Багаев копал могильник. Этот могильник где-то 12 века. Но может он относиться к башне или нет, об этом никто с уверенностью сказать не может. Вот. Может, это там на поселении было до башни. Может, эту башню построили уже позже. Вот. Может быть, эту башню построили раньше. То есть это можно гадать, это только предположение. Поэтому все эти башенные постройки, особенно чем дальше в горах они находятся где-то в глуши, вот их надо было при ремонте смотреть, расчищать. Вот сейчас вот в Ютубе смотрю, там реставрационные работы, все. С одной стороны, как будто хорошо, но то, что сделано, когда смотришь, дело в том, что после таких реставрационных работ эти башни, они могут потерять историческую ценность, во-первых. Во-вторых, археологов, видимо, туда не приглашают. Хотя на реставрацию выделяются большие деньги, можно было пригласить археологов, попросить, чтобы прежде чем начать эти работы, расчистить. Дело в том, что когда я в 81-82 году я был в Тбилиси, вот, и когда я сказал, что я вот интересуюсь башнями, это, по-моему, 83-й год. 83-й год я уже работал в охране памятников, и мне грузинские ученые, вот, они позвонили, начальник управления при Совете министров Грузии был по охране и реставрации памятников. Ираклий Цицишвили, я его запомню, он был очень взрослый, высокого роста, под 1,90 м рост у него был. Вот. И я пришел к нему, и когда он знал, что я из Грозного, чеченец, он прервал совещание, завел к себя в кабинет, мы с ним разговаривали. Кстати, очень интересной судьбы человек. Это герой Советского Союза, он в 22 или 23 года получил золотую звезду за то, что он при форсировании Днепра спроектировал и построил понтонный мост, который находился где-то на 40 сантиметров ниже уровня воды. Его так и не смогли немецкие самолеты зафиксировать, который выдерживал танки, которые прошли. Вот он как раз после института, он попал на фронт именно в строительной части. Вот. И Ираклий Цицишвили он очень хорошо принял. Он вызвал, был главный архитектор, по-моему, Двали Кукури. Вот. И он сказал полностью все, помогите ему, чтобы он разобрался во всем. Вот. И с ним предварительные у меня разговоры были. Они сказали, что пришлите с Чен-Ингушетии несколько ребят. У них специально был на архитектурном факультете, у них была специализация архитектор-реставратор, ребят, которые будут учить как камнетесами, другие, и ребят, которые будут работать проектно-сметных организаций, это управление, с оплатой. Вот. И они сказали, через 2 года эти ребята могут самостоятельно проектно-сметную документацию составлять, как положено. И мы вам специалистов выделим, архитекторов, которые обучат ваших специалистов, чтобы в течение нескольких лет. Но для того, чтобы это заработало, вам сперва надо создать научный центр, надо создать научно-проектную группу,
и через 2 года создать производственные мастерские. Потому что если вы будете просить денег, у вас должна быть проектно-сметная документация на руках. И для того, чтобы вот эти объект, который вы выбрали для реставрации или консервации, надо иметь договор, чтобы археологи предварительно, они полностью его расчистили. Вот. На случай, может быть, они найдут что-то, какой-то факт, позволяющий уточнить датировку, время строительства этого. Вот. Ну, как я сказал, это потом, когда я приехал, это поломали, учиться никого не направили, ничего не сделали, и развалилось. Вот и сейчас вот это, по-моему, здесь больше интерес к деньгам, потому что так красиво восстанавливают, но это бутафорские эти башни, постройки, потому что если они создана документация по методике на реставрацию, вот, эта документация, она утверждена. Эти стены, когда реставрируют, они каждый камень нумеруют, толщину, если есть там для забутовки материал использовался, толщина вот этого раствора между ними, эти все фотографируется, детально, каждый архитектурный деталь, это фотографируется, документируется с масштабными линейками, вот, и составляется документация. Это уже научная реставрация. Вот. А так, когда, ну это для туристов, наверное, красиво. И вот я боюсь, что если вот так они массово начнут делать, это может, они потеряют историческую ценность. Вот. Вот. Поэтому, да, это нудная работа в башнях, там расчищать для археологов. Но если найти минимум финансирования, они будут спокойно, молодые специалисты, они будут работать. И вот тогда мы можем хоть что-то сказать о датировке. Пока же мы можем говорить, знаете, как это предположение. Но во всяком случае однозначно можно сказать, что в 18-19 веке новые башни вряд ли строились. Вот, это только ремонтировались. Вот. И то, если сказать, там, например, в Ингушетии. В Чечне это единственно в высокогорных районах, вот, и, как я сказал, может, Хайбах, потому что Миллер говорит, что вот где-то 100 лет назад говорят, что вот строили эту башню. Вот. Вот что вопрос о датировке. Далее вопрос о том, кто первый начал строить. Ну, это, по-моему, очень несерьезный вопрос, потому что для этого нет никаких оснований. Ну, раньше были предположения, что башни-то вообще-то начали строить по преданиям, что это строили греки, что это привнесена эта культура. Потом появилось, что начали строить под влиянием Грузии. Но в Грузии башен таких нет. Сванети башни, они совсем имеют, совершенно отличаются архитектурно от чеченских, ингушских башен. Там нет жилых башен, и они не подразделяются, жилые боевые. Вот. Далее, если вы на территории Грузии есть башни, похожие на чеченские, ингушские, то это в приграничных зонах. Это, например, по военной грузинской дороге, там до Казбеги. Вот. Но эти селения еще в 19 веке, там население говорило на ингушском языке, это, в принципе, там жили войнавское население. Вот. Например, Ананури и Хивсурети башни близки. Но дело в том, что хивсуры и майстинцы, мялхистинцы, они имеют общее кровное родство. Вот. Они разделились только позднее, когда часть из них попала под влияние Грузии, вот, потихоньку принимали христианство. Христианство было на грузинском языке. И вот это. Но во всяком случае даже до нашего выселения, когда в Хивсурети, например, в селении Муцо, ну, чеченцы его называют Маски, вот этот старик, он, когда узнал, что чеченец, он просто подошел, обнялся, ну, ему за 80 лет было. Он говорил, кстати, хорошо на чеченском языке, и именно у него диалект как мялхистинский, майстинский, вот как майстинцы говорят. Вот. И он говорит, что майсто – это, говорит, наши кровные братья, наши родственники. Мой отец, мой этот самый, они, говорит, имели всегда родство, хотя у нас разные религии были, но мы одной крови, вот. Мы родственники. Вот.
Поэтому вот эта башенная архитектура, которая сейчас, вот, о которой мы говорим, и памятники, которые сохранились на территории Чечни-Ингушетии, вот, говорить серьезно о том, что они под влиянием каких-то пришлых культур построены, вот, то здесь таких, у нас никаких данных нет, оснований нет для этого. Вот. Мы больше с уверенностью можем сказать, это развитие, внутреннее развитие, это длительный процесс, это не просто там раз и начали строить боевые башни. Видимо, этот процесс шел еще до нашей эры, потому что единственным строительным материалом был камень. Естественно, они будут строить башни. Ну, как взять Гималаи, как взять, например, везде в горах, или взять в Северной Америке, в Соединенных Штатах, индейцы, которые жили в горах. В принципе, башни тоже, вот сужение, стены они строили, вот, потому что они сами к этому пришли, к этому строительству. Вот. Но говорить, кто первый начал строить Чечня и Ингушетию, ну, это уже, по-моему, совершенно путь совершенно бесперспективный. Вот. И современные вот эти деления, там вот ингуши, что заявляешь, ну, ингуши это некоторые люди, которые представляются как ингуши, вот, что вот ингушское, мы это самое. Вот. И, кстати, такие же люди есть среди чеченцев, которые стараются оскорбить национальное чувство. Вот. Я лично считаю, что это именно подача с какого-то центра, это сейчас нужно, чтобы они вот друг на друга, чтобы как бы расколоть их. Но дело в том, что если говорить, например, 19 век, там больше, но говорить о чеченце, ингуши отдельно, хотя некоторые заявляют, вот мы там, у нас такая история одна, у вас другая. Нет, такого нет. Кистинец. Вот спорят, вот кистинцы это только ингуши. Или кистинцы только чеченцы. Нет, кистинцы, грузины называли и чеченцев, и ингушей, которые сейчас ассоциируют себя с чеченцами и ингушами. Грузины их не различали, они называли кистинцами. Дзурзуки. Дзурзуками они называли тех, которые жили выше. Самое интересное еще что? Кистинец, понимание грузина, несколько сот лет назад, например, 500 лет назад, это в первую очередь были те люди, которые жили уже не уже, а тогда еще на территории, запутался, те, которые жили на территории современной Грузии, они были в войнах и там жили, как, например, Кистаури, Кистаани, населенные пункты. И это население, оно потихоньку, оно ассимилировалось, они становились грузинами. И они сейчас являются чистокровными грузинами. Хотя, как вот я разговаривал, например, Мутишвили был один, Михаил. По преданиям он говорил, еще мой дед и мой прадед, я, говорит, мальчишка был, они говорили, что мы кистинцы, мы чеченцы. Вот. И они называли район, говорит, Аргонское ущелье. Что у них родственники есть там. И вот когда этот шел процесс, видимо, какая-то часть, она переселялась к северу. Другая часть оставшаяся, она ассимилировалась, они стали грузинами. Вот так этот процесс шел. Тушинцы, они самые близкие генетически были к хилдихароицам, потому что они с древнейших времен они контактировали друг с другом. И только эти контакты немного ослабли, когда тушины стали христианами, а хилдихароицы стали мусульманами. Но они продолжались до последнего, до выселения они продолжались. Кстати, после возвращения с Казахстана, те же хивсуры, те же тушинцы приходили, например, в Итумкалинский район на встречу со стариками и говорили, вот вы вернулись с депортации, вот, если вам нужна помощь, мы молодежь всегда пришлем, чтобы вам помочь строить дома и все. В 57-58 году. И это об этом говорил не кто-то, а мой двоюродный брат моего отца. Он сам встречался с ними. Вот. То есть вот такое. И, по-моему, отцы мелочные споры, когда начинают разбирать, кто кому принадлежал, кто первый начал. Это уже бездоказательно. Но одно можно сказать, что, кстати, Джабраил Чахкиев с этим соглашался, что архитектурные памятники на территории горной Чечни, они в основе своей, они более древние, они более архаичные.
В Ингушетии более древних сохранилось мало, потому что их постоянно ремонтировали и в 18-19 веке. Вот, например, возьмите эти башни Эрзи, башни Эгекал, Лялах и возьмите боевая башня в селении Белхан. Совершенно контраст различается. Почему? Потому что Белханская башня, видимо, она в позднее время не сильно ремонтировалась. Она сохранила старый вид свой. У нее и угол сужения меньше. Вот. И декор, вот это оформление стен у нее совсем другой. Кстати, второй башни в Ингушетии я такое не видел. Но она по некоторым своим деталям напоминает башни Саргунского ущелья. То есть она, скорее всего, я не хочу сказать, что там в Саргунском ущелье ее строили или белханцы строили в Аргунском ущелье. Дело в том, что она, видимо, строилась одновременно с теми башнями, саргунскими. Так что вот такие данные об этих памятниках архитектурных. Вот. Я думаю, коротко я сказал. И о количестве, и о датировке, и обо всем. Вот. Правда, немного сумбурно, потому что я давно не разговаривал, мне это немного сложно. И если кого-то заинтересовало, я был бы благодарен, если они конкретно вопросы по этой теме задали бы. Вот. Потому что очень много сейчас молодежи, которая никогда не занималась ни башнями, которая никогда не читала литературу, и вдруг они начинают выдвигать какие-то теории, какие-то мнения о башнях, об архитектуре, да и вообще в целом по истории. Вот. И поэтому человек, который хочет знать, он должен поднимать литературу и читать всех авторов. Вот. Если у меня наглядного материала мало, там интересный, например, наглядный материал, я смотрел в интернете, книга, по-моему, Илясов, вот, у него очень хорошие фотографии, вот этот башен Чечни, там очень разнообразные и качественные фотографии. Вот, можете посмотреть, если найдете, я книгу саму не видел, я видел просто выдержки из этой книги. Вот, в принципе, все про башни.